Здравствуйте, уважаемые соратники! Сегодня у нас проходит конференция «Практический опыт работы обществ и клубов трезвости». Конференция носит межрегиональный характер. Ее главная цель – обсудить эффективные методы профилактики и реабилитации алкогольной и табачной зависимости. Всем известно, что алкогольная проблема очень серьезно стоит в нашей стране. По данным Минздрава Российской Федерации, ежегодно от алкоголя в той или иной мере уходит из жизни 500 тысяч человек. То есть это 500 000 населения крупного города, такого, например, как Ижевск. Одним из организаторов этого мероприятия является региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Удмуртской республике. Партия на протяжении этого года регулярно поддерживает мероприятия трезвеннического движения. Это очень важно, потому что партия – это такой инструмент, да, который объединяет и выдвигает на первый план, лоббирует во власти интересы общественной организации, общественных движений на благо общества. В частности, партия «Справедливая Россия» на данный момент разработала республиканский закон о здравоохранении. Это очень важно. И одной из статей закона будет норма, согласно которой на муниципальном уровне, на республиканском уровне будут поддерживаться общества трезвости, советы трезвости, да, главная роль которых – это координация ведения этой работы. Нужно сказать, что решить алкогольную проблему можно только взаимодействие общественных организаций и власти, органов государственной власти. Только та работа будет эффективной, которая будет системной. И вот сегодня, еще раз говорю, да, сегодняшняя конференция как раз показывает опыт взаимодействия как государственных, так и общественных организаций. Потому что сегодня у нас на конференции были и депутаты Госсовета, например, Юнусов Фарид Анасович. Очень было отрадно заметить, что он поддерживает наше движение. Очень важно, чтобы люди успешные, люди, достигшие результата какого-то жизни, вели трезвый образ жизни. Это самая лучшая реклама. Уважаемые друзья, коллеги, трезвенники, я очень польщен тем, что меня пригласили к вам на конференцию. Мне вдвойне приятно, потому что я осознаю те проблемы, последствия, которые есть в результате алкоголизма. Я сам врач, доктор медицинских наук, профессор, и прекрасно понимаю последствия пагубные для здоровья, для общества, которые несет в себе алкоголь. И очень приятно, что Русская Православная Церковь поддерживает движение за трезвость. Вот исходя из статистики, мы услышали, что 2 миллиарда мусульман являются тоже трезвенниками на земле. И вот надо подумать, может быть, и представителей этой конфессии приглашать и заручиться их поддержкой. Уважаемые друзья, мы стоим на трудном пути, и наш путь очень важен для России и для Удмуртии. Нас не так много, но наша команда, наше сообщество
и несет вот тот свет трезвости и борется за то, чтобы Россия не скатывалась в пьянство и не деградировала. Хотя бы несколько цифр все же я приведу. Мне как врачу это очень осознанно и важно сделать. У нас по статистике более 3 миллионов граждан в России страдают от алкогольной зависимости. Когда я заканчивал медицинский институт, у меня был выбор между двумя специальностями. Первая специальность это была психиатрия, и как раз я очень хотел заниматься наркологией, то есть борьбой с различными токсикоманиями. И вторая специальность это спортивная медицина. Вот так судьба сложилась, что я пошел по линии спортивной медицины, но это судьба, судьбоносное развитие моей личности, что и занимаясь пропагандой оздоровления, здорового образа жизни, неотъемлемой частью, я считаю базовой частью платформы это трезвый образ жизни. Я сам состою в клубе, который возглавляет уважаемый господин Январский, и уже 17 лет я в ваших рядах. Вот такой образ жизни, трезвый образ жизни, конечно, мне очень сильно помогает. И вот и количество детей, и работоспособность гораздо высокая, более высокая, чем если сравнивать с человеком, который не соблюдает законы трезвости. Я являюсь вот вице-чемпионом мира по конькам, и вот в своем возрасте, 57 лет, я неделю назад установил личный рекорд по конькам и пробежал дистанцию 500 метров на коньках гораздо быстрее, чем я это делал в свои 23 года, 25 лет. Я хочу отметить, что проблема для страны катастрофическая. Кроме 3 миллионов граждан, которые употребляют алкоголь, хочу заметить, что ежедневно употребляют алкоголь, ежедневно в той или иной дозе почти 80% населения. То есть тренд очень негативный и разрушающий. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, расходы общества, в том числе и нашей страны, составляют в связи с алкоголем, с алкогольными последствиями, составляет около 5% всех доходов. А сегодня у нас государство выделяет на здравоохранение ни много ни мало, всего лишь 3,5%. То есть выделяем на медицину 3,5%, а тратим при этом в 2 раза больше, может, чуть меньше, на последствия. Уму непостижимо, как можно так строить политику государственную для населения. И вот какие эти затраты государство несет? Алкоголь дает много заболеваний соматических, то есть внутренних органов, травмы, последствия травм, несчастные случаи, алкогольные психозы и косвенные затраты. Это выплаты различных социальных пособий, страховых выплат по медицинскому и социальному страхованию. Только на лечение многочисленных травм, возникающих вследствие неумеренного употребления алкоголя, 71 миллиард рублей страна тратит. 70 миллиардов.
А затраты на лечение печени 20 миллиардов в год. Печень страдает очень существенно, алкогольный цирроз развивается, как известно, потому что печень – это наш фильтр, который пытается бороться и избавиться от алкоголя, нейтрализовать этот алкоголь. Около 10% всех раковых заболеваний обусловлено чрезмерным употреблением алкоголя. Около четверти всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызывают алкоголем. А инсульты, всем хорошо известны нам в обществе, в 70% случаев развиваются из-за употребления алкоголя. Вот такие цифры, они, конечно, шокируют. И я, как депутат Государственного совета Удмуртской республики, борюсь за то, чтобы трезвость у нас развивалась в республике. И мы подготовили законопроект о здравоохранении в республике Удмуртия, в котором будет отдельным блоком специальный раздел, посвященный не только в целом здоровому жизни, но и борьбе за трезвость. Вот такой законопроект мы уже подготовили, вносим в Государственный совет. Надеюсь, что он пройдет, и в нашей республике движение за трезвость будет и на законодательном уровне поддерживаться. Я, поскольку являюсь не просто депутатом Госсовета, но и возглавляю депутатскую фракцию «Справедливая Россия» в Госсовете и руковожу партией «Справедливая Россия» в Удмуртской республике, я очень счастлив, что первое мое знакомство с общественными организациями в Удмуртии это было знакомство с обществом трезвости, которое возглавляет уважаемый Январский. И с первых дней нашего знакомства я искренне, не только на словах, но и на деле, начал поддерживать это движение. И буду впредь поддерживать. Считаю, что эта работа достойна подвига, это служение не только людям, это служение Отечеству. То есть мы сгораем для других. Мы стараемся сохранить нашу Родину, наше население и фактически вносим существенный вклад в дело национальной безопасности нашего государства. Поэтому я готов и впредь поддерживать, работать вместе с вами плечом к плечу. И в тех районах, городах республики, где есть ваши организации, наша партия «Справедливая Россия» будет поддерживать, готова предоставлять помещения для того, чтобы ваши активисты могли собираться, принимать граждан, проводить профилактические консультации, внедрять ваши методики избавления от алкоголизма. Вот это дело, благое дело, я буду всегда поддерживать. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы. Желаю, чтобы сегодня были выработаны очередные решения, которые будут развивать вашу деятельность. А мы, депутаты, законодатели, в том числе и депутаты Государственной Думы, будем стараться прилагать все усилия, чтобы ваше движение крепло и чтобы наша нация была более здоровой. И мы верим в вас. Спасибо за внимание, спасибо за вашу работу.
Примечательна эта конференция тем, что она не как обычная конференция посвящена просто проблеме трезвости. Она посвящена проблеме работы в клубах, проблеме практической деятельности обществ и клубов трезвости. Здесь по плану мы должны друг с другом поделиться опытом, принять что-то для себя, может быть, почерпнуть новые знания, которые помогут нам действовать каждый день в плане продвижения и утверждения трезвости. Эта конференция организовалась на базе двух основных движений. Это Союз борьбы за народную трезвость, который возглавляет Жданов Владимир Георгиевич, и общество «Оптималист», которое возглавляет в данный момент Куркин Владимир Вальтерович. Жданов не смог приехать на конференцию, а Куркин находится у нас здесь на конференции. И, естественно, люди, которые уже много лет занимаются этой проблемой, они накопили огромный опыт практической деятельности. Для нас, для молодежного движения «Молодежь за трезвую Удмуртию», это отличный шанс перенять этот опыт и в дальнейшем применять его на практике. И также это огромный опыт тех ошибок, которые были сделаны, и шанс для нас не совершать этих ошибок вновь. Это очень знаковое и знаменательное событие не только для Удмуртии, но и для всей страны, поскольку люди сегодня приехали сюда с Камчатки, приехали люди с Сибири, приехали люди с Краснодарского края.